В 1983 году на Южном полюсе астрономы НАСА Томас Ван Фландерс и Ричард Харрингтон зафиксировали в телескоп странное небесное тело. На расстоянии 14 миллиардов километров от Солнца движется некая планета размером в 4 раза больше, чем земной шар. Она летит к нам. Ученые установили, планета Нибиру вращается вокруг ближайшей к Солнечной системе остывающей звезды, так называемого бурого карлика, и имеет сильно вытянутую эллиптическую орбиту. Раз в 3600 лет Нибиру проходит рядом с Землей, и земное ядро реагирует на это сближение сильнейшими катаклизмами. Уже 2 раза планета приближалась к Земле, вызывая гибель всего живого. Ученые предполагают, ледниковый период и всемирный потоп могли быть спровоцированы именно приближением Нибиру. Через 1,5 года планета, несущая смерть, приблизится к Земле в 3-й раз. Сейчас, в мае 2011 года, ее уже можно увидеть невооруженным глазом. На ночном небосклоне она выглядит как 2-я Венера. В конце мая этого года Нибиру станет самым ярким объектом неба после Солнца и Луны. В мае 2012-го она начнет сиять ярче Луны, а угловой размер ее диска лишь немногим уступит солнечному. 23 декабря 2012 года Нибиру будет выглядеть как 2-е по размеру Солнце. В этот день она войдет в эклиптику Земли. Именно 23 декабря 2012 года указано в календаре майя как последний день земной цивилизации. Это древнешумерское изображение Солнечной системы, сделанное около 6000 лет назад. В центре Солнца, окруженное известными нам планетами. Но между Марсом и Юпитером изображено большое небесное тело. Его-то шумеры и называли Нибиру, что означает «пересекающая» или «блуждающая планета». Нибиру входит в Солнечную систему раз в 3600 лет, и каждый раз это вызывает огромные катаклизмы. По древнешумерскому преданию, именно столкновение с Нибиру превратило в пояс астероидов планету Тиамат, некогда 11-ю в нашей Солнечной системе. Именно из-за сближения с Нибиру, как предполагали астрономы древности, Уран, Нептун и Плутон стали мертвыми планетами и лежат на боку. Когда Нибиру оказалась между Венерой и Землей на расстоянии всего 12 с небольшим миллионов километров, на нашей планете начался всемирный потоп. Земная цивилизация и большая часть растительного и животного мира прекратила существование. Дата очередного сближения Нибиру с Землей на самом деле точно неизвестна. Астрономы делают разные прогнозы. 12, 21 или 23 декабря 2012 года, 13 февраля 2014, 14 февраля 2013. Но большинство исследователей сходятся в одном. Когда Земля окажется между Нибиру и Солнцем, произойдет глобальный катаклизм. Магнитные полюса могут значительно сместиться, наклон планеты изменится, сильнейшие землетрясения и цунами накроют все континенты. Ядро Земли уже реагирует на приближение смертоносной планеты. Повышается температура в океанах всего мира. Увеличивается вулканическая активность, растет число землетрясений. Это уже привело к тому, что земная ось сместилась на 17 сантиметров, а сутки сократились почти на 2 секунды.
Казалось бы, мелочь, но при смещении оси ядро Земли сближается с мантией нашей планеты. Из-за этого еще больше возрастает количество землетрясений, извержений и цунами. Как следствие, новое смещение оси и новые катастрофы. Эффект снежного кома. Нибиру. Огромная планета, в 4 раза превосходящая по размеру Землю, несется прямо на нас. В лучшем случае, по словам конструктора Александра Филатова, нашей планете грозят глобальные наводнения. Будет огромная волна идти с запада на восток, Европу всю закроет и не... Худший вариант развития событий – Нибиру может столкнуться с Землей. Интересно, что в преданиях большинства древних цивилизаций – у майя, индейцев Хори и Маори, у ацтеков, инков и древних египтян – существует миф о появлении в декабре 2012 года рядом с Землей некоего крупного космического объекта. Планету Нибиру шумеры называли кораблем, на котором живут боги. Параметры движения и орбита планеты действительно настолько поразительны, что многие астрономы склонны считать ее искусственно созданным и управляемым гигантским космическим судном. Астрономы предполагают, несущаяся к Земле планета может быть обитаема. Планета бунтует. Целые города стираются с карты Земли. Сможем ли мы выдержать атаку? Магнитное поле ослабевает. Земная ось сместилась на 17 сантиметров. Сутки сократились почти на 2 секунды. Эти изменения идут слишком быстро. Человек веками пытался обуздать природу и забывал о главном своем предназначении. Человек, ты не бог. Продолжит ли земная цивилизация свое существование? Мертвая территория, как декорация к фильму «Катастрофа». Кто претендует на нашу планету? И кто нас спасет? Братья по разуму существуют, они рядом. В последние годы нашу планету лихорадит как никогда. Ученые бьют тревогу. Такого количества природных катаклизмов и в таком масштабе не было за всю историю человечества. Планета бунтует, и мы ничего не можем противопоставить ее атаке. Цунами. Землетрясения. Пожары. Природные катастрофы разрывают землю, а те, где гибнут не тысячи, а сотни, уже даже не упоминают в новостях. Якутия. Проваленные трубы газопровода. Они рушатся, потому что тает вечная мерзлота. Необъяснимое явление. Из-за этого города практически уходят под землю. Гаити. 2010 год. Неслыханная эпидемия холеры. Болезнь, которую, казалось, человечество победило сотни лет назад. Погибло почти 5000 человек. Зима 2010 года. На глазах жителей Америки, Швеции, Италии, Турции и Франции прямо с неба сотни пернатых падают на землю мертвыми. Массовая гибель птиц повергла людей в шок. Они до сих пор не понимают, почему это произошло. Москва, 2010 год. Такого лета не ожидал никто. Природа будто сошла с ума. Запредельная жара за +40. Смог атаковал город и окрестности. Укрыться было негде. Не спасали ни марлевые повязки, ни закрытые окна. Москва задыхал. Московский смог, усугубленный жарой, унес жизни 54 тысяч человек. Это равно численности населения сразу 6 городов, таких как, например, Суздаль. Ученые уже не раз предупреждали. Магнитное поле Земли ослабевает. Вот уже 150 лет. На сегодняшний день
оно стало меньше уже на 10-15%. В итоге этого процесса, считают ученые, магнитное поле практически исчезнет, а затем возникнет вновь, но стрелки компасов уже будут показывать вместо южного полюса север. Климат уже меняется. Это чувствуют все. Срабатывает так называемый парниковый эффект. Год от года увеличивается количество выделяемого углекислого газа, он скапливается в биосфере и, как следствие, температура растет. Такими темпами, предупреждают ученые, уже через пару веков на Земле будет температура в 100 градусов, как сейчас на Марсе. Люди бессильны перед природной стихией. Мы пока держимся, но надолго ли нас хватит? Неужели человечество доживает свои последние дни?